Ребята, всем привет! Ведем этот видеорепортаж из Ингушетии. Наша рубрика «Душа ингуша». И сегодня мы будем с вами общаться с настоящими галгаями, а именно с Тейпом Цурой. Они любезно согласились нам рассказать, показать свои истоки, откуда их берет род начала свой Тейп, где они раньше проживали. Мы с вами побываем у истоков этого Тейпа, откуда люди переселились на равнины, именно с горной местности, какая у них культура, какие у них ценности, что сейчас подразумевает само сообщество, собрание Тейпов, старейшин, что на них обсуждается. В общем, ребят, смотрите, будет очень интересно. Заранее благодарим вас за лайки и комментарии. Нам это очень необходимо. Поддержите нас. Спасибо. Taugia samla. Eğer şey var ya gımla hatta bu. Yusuf var. Yusuf. Zed açmış. لا هاش يا يخوش وين يخ gımla bu sık yok ya. Amin amin. Zed açmış. حتى يبنوا سري برتاج كنوا هم ضغط دوش هذيك صورة تريتنا هنعقص الدوش ماشي وبوه ده ده ربيان جاج يوكر Amin amin. هذا اللي ذاك كتير خلص أقول لك والله. حنيش. هي جو عليه زمي Спасибо. У вас сегодня прохладно. Да, Надеюсь, в горах будет по-другому. Приветствую очень вас. надеемся. Здравствуйте. Как долетели? Спасибо, хорошо. Как долетели? Отлично.
таким живописным местам. Эта долина называется Долина ветров. Привет, или как говорится на Кавказе, ассаламу алейкум, что в переводе означает мир вам. Сейчас мы находимся в уникальном месте. Это место истоков рода Цурой, ингушского тейпа. Сюда мы добирались около 3 часов из города Магас, из центральных областей, да, самой Ингушетии. Это место находится прям практически на границе с Грузией, и нам любезно с нами едут и приехали, конечно же, родоначальники рода Цурой, тейпа Цурой, которые непосредственно сами хотят рассказать вам о своих истоках, о своих началах и рассказать, кто же такие они. Этот ряд серий записей, видео, репортажей будет связан под серией под названием «Душа ингуша», и поэтому давайте спросим у них, кто же такие ингуши, кто такой род Цурой, откуда берет свои начала. Все расскажем и покажем. Погнали! Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время для нас, уделить нам время и рассказать о том же, что же это за место, что такое истоки тейпа Цурой. Могли бы вы нам рассказать об этом? Алейкум салам, с приездом вас. Это место цоринское общество жило здесь. Цоринское общество во времена существования государства Урарту, вот, Цори общалась, торговала с Урарту. Если так сказать навскидку, ну это где-то 7-8 век до нашей эры. Вот. Да, известно это по преданиям государства Урарту, что здесь жили люди, которые сами себя именовали Гал-Гал-Гай, что означает люди башен. Галинах. Гал-Гай. Вот так они сами себя именовали и жили вот в этом ущелье, в этом месте. Вот эти скрепы, башни боевые, жилые, первые, которые они построили, ну, последние это не в тех веках построены, не в то время, ну, значительно позже. Это первые источники, которые говорят нам, что здесь впоследствии, как их в целом всех людей, которые себя именовали как люди башен, назвали Галай, многие остальные, там как кистинцы, другие, тоже их соплеменники, в целом их назвали уже в России ингушами. А почему так пошло? Почему Галгай и ингуши? Вот такая тоже разница. Ингуши они назвали, когда 1750 или каком году, или 1710 первое общение было с Россией, заключали договор о добровольном вхождении в состав, они заключали это в селении Онгушт. Вот, на плоскости. Сейчас это в пригородном районе Северной Осетии, это село. Вот там заключали от слова «онгушт» назвали «ингуш». Вот. И оттуда пошло ингуш. Это уже ну, где-то в 18 веке. 1650. Да, вот, в 18 веке вот это первые такие контакты с представителями России.
Вот там заключили договор такой. Вот оттуда пошло это объединительное, так получилось. Но они были кисты, и еще какие много названий Да, же было. царинцы, Да, да, это Галгай. И мы и сейчас себя Галгай называем. Да, мы знаем. Да, но это между собой. Так, Галгай, Галгай, Галгай. Вот, а так общепринято, общеобъединяющее ингуши. Ну вот так это, как тейп, если сказать, вот это цоринская тейпа. Мы все представители Цароевых. Вот мы все тейпы, вот он пишется Батыгов. Батыгов, я пишу с Героев, он пишется Цароев, он тоже Цароев. Мои предки тоже писались Цароевыми. Вот, ну вот ту истину, как мы стали Героевыми или Гоурой, как по-прежнему называется, можно более детально рассказать. Вот когда мы Цароевы здесь жили, в то время, когда в целом у представителей других наших соплеменников не было лошадей, коней, у Цароевых были кони. И были, ну, ремесло было, и железо, камень, сами делали оружие для себя, кольчугу, то все, принимали участие в боевых действиях, ну, по защите своих поселений, своей, так сказать, жилого места, ну, этого места. И набеги делали на соседей. Цароевы. Цароевы, да. Много завоевали? Нет, завоевания они не делали, они делали набеги, наберут себе, да, значит, пропитание, так скажем. А цель набегов была захватить что-то? Да. Потому что в горах жить тяжело, здесь практически земледелие можно сделать только на терраске, вот принести вот сюда, сделать терраску, на него принести Землю. не землю, а Гумус. да, гумус, слои. И на том выращивать кукурузу, там еще что-то. Вот так, поэтому делались набеги. А набеги делались на кого? На другие тейпы или на другие Нет, народы? на другие народы. А, на другие народы. На кабардинцев, на черкесов. Но осетин я не беру, а у них набеги делать их не было. Тут это просто сказки рассказывают, что они были здесь. Их нельзя здесь не было. А вот тейп Цуро, это получается один из древнейших, да? Вот прям один Галгаев. в целом ингуши самое древнее население на Кавказе. На Северном Кавказе самое древнее население. Оно примерно, грубо если сказать, примерно 7000 лет назад ингуши появились в этих местах. 7000 лет назад, как минимум. А скажите, вот за вашими спинами находится, получается, это ваш исток, да? Это исток башенного комплекса. Вот как башня называется? Цароевых, а он башня Героевых. Это один и тот же тейп. Один и тот же Цароев. тейп, но из Цароевых, ну, по рекомендации Цароевых, Героевы построили себя. Нет, они не были ни Героевы, ничего. Вот из-за того, что у этих людей, у этих частей Цароевых были лошади, кони, не лошади, лошади неправильно, кони были. Они были, ну, хорошими наездниками, воинами царей. Вот, и были кони, их все называли горой. На нашем языке конь это гор. Вот их из-за того, что у них есть кони, называли их горой. И так, в конец сказали, ну, горой возьмите, постройте себе галу и живите на здоровье, надоели вы нам, горой. Ну и они построили вот на самом верху башню боевую, и вот там, ну и дальше тут есть жилые комплексы, это другое, это боевая башня была там. Ну и жилая это частично совмещая. Вот. И они назывались так горой до конца 18 века. Вот в конце 18 века или в начале 19 века, в конце 18 или в начале 19 века, вот так, один из наших предков был полковник царской армии.
не один, а это был Гороев Бадл Бердакович. Гороев Баадул Бердакович. Вот. И однажды ему великий князь поручил успокоить там рабочих или крестьян, которые там что-то такое неправильно, не по-царски делали. Ну, он отказался. И князь возмутился, как это, вы же присягу дали царю. Он ему ответил, что да, я присягу дал, служу, и любой день готов отдать жизнь за царя. Но честь принадлежит только мне. Честь ни царю, ни вам, никому другому не принадлежит, только мне. А я офицер боевой, жандармское дело выполнять не могу. Что значит честь для Галгая, для ингуша? Что значит для вас слово честь? Вот понятие Честь. чести. Это дороже жизни. Без чести жизни нет. Если честь, вот почему он и сказал, честь только мне принадлежит, и я не могу его уронить и отдать кому-то. Поэтому я не могу жандармскую работу сделать. Это бесчестно для офицера боевого. Скажите, а как... А он дальше я вам доскажу это тогда. А тот говорит адъютанту, а ну кто это такой? Вот тот берет и подает ему удостоверение. И там написано полковник Гороев Бадул Бердакович. Он говорит, да ты не Гороев, а ты Героев. И поручает исполнить, и исполняет на Героев Бадул Бердакович. И оттуда он, когда с армией покинул, уже после революции появился в этих краях слово, и часть стала писаться Героевыми, а часть до сих пор пишется Цароевыми. Из наших же братьев. Ну, потомки их. Сколько фамилий насчитывает Тейп Цурой? Примерно. Тейп Цароев, ну, Цорой насчитывает более 80 фамилий. И можно в двух словах, как они образовываются? Потому что вот мне сложно понять, как вот действительно 80 фамилий из одного тейпа. Ну, эти фамилии, во-первых, те, которые здесь стали жить, вот первый источник, которые здесь были, жить стали, Цароевы. Цароевы здесь жили, они первые здесь поселились, а потом приходили и другие тейпы. Вот, например, Евлоевы. Они здесь жили, отсюда ушли. Например, Оздоевы тоже здесь жили, и отсюда пошли дальше, построили свои башни, свое место, где они, вот Волнушки, где они на сегодняшний день центр их. Это не значит, что все, которые ссорой, принимали к себе тех, которые, ну, не могут пока обосноваться, не могут хотя мы, скажем, на одном языке говорим, а не могут обосноваться, они принимали их в этом обществе, потому что первое организованное общество было Цоринское общество. Но это не только одни Цорой были. Были, вот я же говорю, вот Евлой были, Оздой были, ну и многие другие были, ну уходили. А здесь фамилия образовывается, ну, берут, вот скажем, когда много родственники близкие, самые близкие, ну, по дедушке, по прадеду, если вот появляется знаменитый дедушка, прадед такой, вот по нему берут фамилию свою. Вот, и так идут. И вот так они появились. Если, ну, тогда их, наверное, не так много было, а сегодня я думаю, что Цорой, если так сказать, Ингушетии живут примерно, ну, как минимум 120 тысяч человек. Это из общего населения какого, получается? Из общего населения, ну, 1500. Может быть, чуть больше. 1/4. Да, как минимум.
Какие, может быть, у вас есть легенды, связанные, самые главные, которые вы прям передаете из поколения в поколение, связанные с родовыми башнями, с родовыми истоками, своими с корнями? Это же ваши корни, получается, откуда вы брали начало? Ну вот легенда не легенда, а были, я вам сказал, что цоринцы торговали с государством Урарт. И в государстве Урарт, в его истории, в архивах Армении есть эти записи, что эти были люди, сами себя они называли Галгай, потом по переводу оказалось, что это люди башни. Вот такое. Вот это, ну вот Урарту было, насколько я помню, утверждать не буду, но это было как минимум 9 и 6 век до нашей эры. А может Как быть, минимум, а там, да, значит, точнее я не могу сейчас сказать. Честно. покажете, может быть, нам тогда, как вот жили ваши предки, прямо, чтобы Ну, посмотреть? по башне я могу сказать, так чуть-чуть могу сказать. Вы видите, разрушено, да? Это происходило при 1832 году. Князь барон такой Розен. Это было, когда значит, колонизация была, принимала веру христианства. Вот. И начиная с этой Балты, оттуда, снизу, где военно-грузинская дорога, ну, оттуда все это общество, начиная от Жайранского, там, Месхальское, Ферпинское, Хамхинское, и в конце концов дошел до Цори. Вот сюда вот. Ну, здесь это об этом пишет хорошо очень, такой был участник этой похода, журналист он был, Тарнал, штабс-капитан, тогда был в чине, вот он пишет очень хорошо об этой Цори башне, как взорвали ее. Значит, выходили здесь 3 суток, находилось 2 человека, которые не могли никак войска Розена, взять их живут. 3 суток, в конце концов, Розен дал установку, команду такую взорвать башню. Ну, прежде чем взорвать его, порох еще набили, вот где-то, не знаю, с той стороны или с этой стороны. Ну, попросили их выйти оттуда. Ну, вышли, говорят, двое только было. Весь измученный, лохматые такие, грязные. Вот. Ну, и спросил, говорит, командующий, а где остальные? А нас и не было, нас двое только. Они молодые были. Да, молодые, да, 2 только. Вот. Пацаны Ну, вообще. с тех пор 300. Ну, и, конечно, здесь еще в 1944 году депортация тоже здесь. Депортация отсюда же происходила. Да, тоже разрушение мест, тогда тоже разрушили. Вот такая картина здесь. Получается, В последние... 1944 году, извините меня, здесь жило, конечно, мало народа. Здесь как таковой народ не жил, он уже спустился на равнинные места. Вот, скажем, тот народ, который здесь жил, в большинстве своем пригородном районе жил. А когда все-таки начали переселяться на более низменности? Переселяться начали и в 18 веке. 18 века. В 18 веке начали переселяться. Но все равно старожилы, старейшины здесь оставались, Ну кто-то вот, поддерживал. например, я вам скажу так. Вот, когда в 1784 году закладывалась крепость Владикавказ, ну потом ее назвали Владикавказом, ну Владикавказ. И вот он был построен рядом с хутором Заурков. Заурков. Ингушское поселение Заурков. Вот наши предки там жили, и в этом рядом, где это построили, Заурков жили. А когда построили крепость, стену когда построили, только тогда там появился впервые осетинская нога на правом берегу реки Терек. До этого они жили где-то в горах, даже не знает никто. А там бывали только те, которых ингуши приняли за своего близкого гостя или еще что-то. Вот такие люди были. Но как таковые осетины не было еще. Вот 18-го, и вот к тому, это одно село Заурков, там их 3 было, я уже не помню другие названия. А Заурков было, и, если мне память не изменяет, Мальсагов был, который заложил
по-моему, кажется так. Заурков непосредственно, который заложил, по фамилии Майсаков. Вот. И вот, ну, в то время и вот так. А как жили тогда? Ну вот как нагрянут, скажем, российские войска, кабардинцы. Кабардинцы были более организованы еще раньше. И они, когда войска нагрянут в бою, когда потерпишь поражение, соответственно, и жилые, и жильцы, и ингуши уходили вот в эти горы. А сюда как пойти пойдут, останавливаясь, не шли. Все боялись в горы идти. А скажите, как на сегодняшний день ваши потомки, ваши сыновья, ваши внуки поддерживают все-таки, наверное, не порядок? Я слышала, что все-таки вы восстанавливаете, да? Да, пытаемся восстановить. Как часто вы посещаете родовые вот башни свои? Как вот Ну вот смотрите, вот и их вот тоже восстановили, скрепы вот эти. Насколько часто у вас здесь происходит? Может, собрания какие-то? Ну, сход тейпов проводим здесь. Скажите, не могли бы вы показать и рассказать вот именно про башни, как их применяли, где жили? Потому что я вижу, здесь есть и для именно место для проживания, а вот эти высокие, они называются боевые, да, башни? Да. Как они строились, как ими пользовались? Можно в двух словах еще? Ну, вот сзади нас вы видите Цароевская боевая башня с первым этажом жилых. Вот, разрушенных, к сожалению, которое случилось, во всяком случае, на 23 февраля 1944 года. Все эти башни, и вот это, и та, так называемая, скажем, Героевская, они были абсолютно целые, абсолютно эксплуатируемые. Здесь люди жили. Здесь не жили люди все Цароевы. Здесь жили, здесь тот, кто занимается, ну, скотоводством, основное занятие. Даже в советское время здесь было скотоводство. Потому что земледелием здесь заниматься очень тяжело, очень тяжело. Здесь можно вести террасное земледелие, на которое надо грунт гумус, благородный слой, так назовем его, привести, уложить и поливать потом и что-то. Но это очень тяжелое дело, поэтому все люди, в целом народ отсюда ушел. В целом народ отсюда с гор спустился на равнины, образовал свои села и жили там. А отдельные товарищи, отдельные, ну, семья, скажем, молодая семья, жила здесь, занималась скотоводством, общеродовым скотоводством, представителей там одного, другого, третьего. А здесь башня строилась по принципу на первом этаже и цокольном этаже, так можно сказать, находилась вода, холодильник, так сказать, где можно держать продукты, сохранять его. А выше и ну, спальня, раз жилой этаж, значит, спальня и все, и вода, продукты питания, вот это все было. А на повышенности, в высокой части люди не жили вообще, только в качестве сторожевой части, чтобы смотреть вокруг, откуда опасность появляется. При появлении опасности зажигался факел, и башня с башней принимала. Вот башня принимает, скажем, Барахоевская башня, там принимает этот, видит сигнал, а и они передают дальше, скажем, Оздоевым и так далее. Вот так. Вот таким образом. Все башни были построены на возвышении, Да. чтобы они передавали Они сигнал. друг друга видели. Не все одно тоже, скажем, Цароевская всех не видел, но, скажем, к примеру, Барахоевскую видел. Тот другую. И вот, ну, все один к другому, во всяком случае, не было башни, которая, и она строилась именно в том месте, где только можно, чтобы с него передали сигнал бедствия. Вот так построены. Это, ну, основа родов ингушских. А скажите, я еще слышала, что ингушские башни, которые вот у вас именно построены, смесь, из которых сложены вот камни, да, кирпичики, можно так это назвать, имеют какую-то определенную консистенцию, до сих пор ее не разгадали. И почему они стоят? Потому что многие разрушены, других
например, республика, а ваши стоят. Почему же ваши стоят? К сожалению, этот секрет до сих пор ученые не смогли определить. И мы не знаем его. Не передалось это, Да, получается. ну то, что в 1944 году выслали народ в Северный Казахстан и в Сибирь, так скажем, Алтайский край частично. Вот это сказалось. И отсутствовали здесь как минимум 13 лет, а как максимум и 17-18 лет. Скажите, а вы сказали, что до 23 февраля 1944 года это как раз была депортация чечено-ингушская, да? А почему разрушены башни? Это кто-то защищался, кто-то не хотел выезжать? Почему разрушены именно Нет, тогда были? такого сопротивления высылки здесь не было. И ни здесь, нигде, ни чеченцы, ни ингуши такого вооруженного сопротивления не оказывали. Здесь были и после выселения так называемые, эберги же, как мы их называли? Абреки были. Вот как, наверное, Зелимхана Абрека, знаете, читали. Кто такие абреки в двух словах? Абреки – это люди, которые находятся в бегах от власти. Вот они в бегах. Они благородные люди? А? Благородные? Очень всё-таки? благородные. Очень. В основном были очень благородные люди. Они не убегали не потому, что они против власти. Они убегали, то, что им предъявляют, они считали неправильным, что они этого не делали. Их неправильно предъявление им делают, поэтому они уходили и жили в этих горах. Вот в этих местах, в других местах, абреки, и после выселения их уничтожали. Последнего абрека Чечено-Ингушетии ликвидировали, я вам сейчас скажу точно, примерно в 1978 году. Примерно так. Был абрек в Шатоильском районе Чечни, его ликвидировали. Мы видели очень много башен, не только в Тейпицурой, да, не именно здесь, а очень в таких местах, я даже не могу понять, для чего. На таких склонах, на таких высотах строились, для чего вот они это сделали? Это как раз, наверное, абреки их строили, да? Нет, абреки не строили. Башни строились, во-первых, на самых недоступных местах. Чтобы это было место, где народ сохранял себя. Когда он на плоскости не имел возможности жить, ему не давали соседи или власть или еще что-то, народ снимался как можно, сразу как война, скажем, набеги начинались, женщины и дети сразу уходили в горы. Уходили в горы, вот в башни, и у нас не случайно и сейчас говорят, берегите горы. Как, если вы не сбережете гор, как только горы у нас отнимут, тогда и нас не станет. У нас так, примерно вот так можно перевести по-русски. Можно я тогда вот на этой ноте попрошу каждого, наверное, из вас, то, что вот находясь в этом месте силы, своей личной силы, силы своего тейпа, пожелать, и что бы вы сказали своим потомкам, своему будущему поколению, может быть, даже тех, которых сейчас нету с нами сейчас здесь, но которые могут вас увидеть через определенное количество лет. Чтобы вот каждый из вас сказал им, передал самую суть вот вашего опыта, ваших знаний, вашей высоты вот жизни, вот то, что вы знаете. Но я бы хотел бы сказать своим потомкам, берегите наши горы. Это так же нам дорого, как наше сердце. Не будет наших гор. Всегда помните это. Не будет нас. И еще я хотел бы своим потомкам сказать, берегите дружбу российских народов. И дружбу с великим русским народом. То, которую 250 лет назад ингушский народ заключил с Россией. Берегите эту дружбу. Спасибо. Можно вас попросить? Юсуф Хадисович хорошо сказал. Вот, было бы тоже такое и завещание потомков в будущем, чтобы сохранили это место, горное место, башни, не забывали об этом. Откуда мы выходцы, откуда вышли мы.
Я сюда приезжаю с удовольствием, с большим при возможности. Вожу своих детей сюда, и внуку даже я привозил сюда и в прошлом году. Об этом лишь. Отлично. Может быть, вы? Что вы хотите передать своим потомкам? Я бы то же самое сказал, что сказали Юсуп Хадисович Курейш, чтобы наши потомки берегли наши горы, нашу родину, это истоки наших предков. И, пользуясь случаем, хотел бы сказать про своего дядю, да. Вот лет, наверное, 15-18 тому назад мы здесь собрались, много нас здесь было. И, старшие рассказывали разные истории, которые проходили здесь в этих горах. И вот мой дядя, героев Хусейн Фадулович, он тоже был здесь, его сейчас нету. Он умер, ему было 95 лет в прошлом году. И вот у него спросили: Хусейн, ты же тоже как бы взрослый уже человек, что ты помнишь вот, про эти места? Он говорит, что я могу сказать? Посмотрел туда и говорит, я тут родился, и отсюда меня забрали в 1944 году. И говорит, берегите эти горы. Такой разговор. Вот такие дела. Спасибо. Можно от вас что-нибудь тоже передать будущему вашему поколению? У меня больше пожелания, чем назидания. В первую очередь себе, и молодежи, и потомкам в том числе. Чтобы то же самое, чтобы берегли горы. Горы — это не просто камни. Горы — это честь наших отцов. Это отцы наши, деды. Ихний пот, ихняя кровь. Это вся наша история. Чтобы берегли горы, историю нашу. В первую очередь себе, а так и всем остальным. Всему ингушскому народу пожелание у меня такое. Спасибо. Ну и заключительно, можно вас попросить? Не знаю, что сказать. Ну, я бы что пожелал. Точно так же, как я, например, в присутствии старших, мне неудобно говорить, приводил своих сыновей, чтобы они своих приводили сюда. Чтобы вот эту вот атмосферу, вот то, что здесь есть, вот эти горы, вот эта честь, совесть, благородство, которое здесь было, чтобы у них не только в крови было, а в мозгу кости, чтобы у них это все было, чтобы они передавали это. Потому что кровь можно перелить, что-то там сделать, да. Если в мозгу кости это будет передаваться. Чтобы они передавали все это. Честь, совесть, достоинство. Чтобы не теряли все. Ну, а я, наверное, тоже хочу пожелать, вот находясь вот именно в этом месте, именно с вами, вы такие душевные, открытые. Само это место, оно просто заряжает, открывает, вдохновляет. Мало того, что желаю вам не то, что сохранить, а сохранять, приумножать, передавать, и вот действительно передавать ту красоту ингушей, ингушскую душу, ингушскую силу, честь, чтобы из поколения в поколение знали ваших и предков, и отцов, и вас, и всегда помнили и почитали. Желаем вам прям действительно от души сохранения того, что есть, и будем помнить, и будем передавать, насколько у нас это получится, тоже поучаствовать. Спасибо. Спасибо.
Вот сейчас мы видим фамильный склеп. С ингушского, если сказать на ингушском языке, мялхаркаш, тейпа цорой. Эти склепы строились таким образом, человек, попадая сюда, точнее, сюда уходили сюда, когда начинались напасти такие, как чума, холера, вот такие, скажем так, инфекционные болезни бывали в этих краях, в горной части. Когда человек себя чувствовал неважно, он уходил сюда и оставался здесь. Если он излечился, возвращался домой. Если не излечивался, тут же оставался навеки. То есть умирал здесь и оставался. Для чего это делалось? Это делалось для того, чтобы болезнь дальше не прогрессировала, не распространялась болезнь, чтобы дальше. Своего рода, самоизоляция была в тех времен. Вот сейчас мы можем наблюдать кости вот этих людей, останки, да? Такие огромные кости. Об этом говорит то, что люди такие здоровые были. Имеется в виду физически у них там тела были такие мощные. Вот. И они склепы они сделаны таким образом, они строились, когда человек сюда попадал, получается, тела не разлагались. Они просто высыхали. То есть не было ни трупного яда, не было ни трупного запаха. Тела просто потихоньку, со временем, просто высыхали. Высыхали и без разложения, без запаха, без ничего. Таким образом они строились. Вот, и поэтому тот второй, который пришел там, ему не было там, как бы сказать, чтобы запах тут был трупный, вот этого всего не было. Войдешь, я хат маскан, держишь, баха болчар, маскан я хат. Лами лорилж, лами ятш дуси, лохи ятш дуси две. Кам, лат держер лами еще. Лорилж я хат маскана. Да, уникальные слова. Издревле старейшина ингушские старейшины говорили своим потомкам: берегите свои горы, не будет ваших гор, вы останетесь без равнины. Великие слова. Так что это назидание всем молодым, чтобы молодые берегли свои горы, свои памятники, башни, для того, чтобы сохранить свою равнинную часть, свою. Добрый вечер, ассаламу алейкум всем, кто собрался. У нас сегодня был насыщенный день. Мы сегодня были у истоков рода Цирой, да, в башенных комплексах. Мы бы хотели еще задать некоторые вопросы, которые связаны все-таки непосредственно с тейпом, с его происхождением, с его миссией, как все структурируется там. И вот первые вопросы. Что такое совет тейпов? Вот как мы можем дать определение? Совет тейпов исторически существует у ингушского народа, или вернее сказать, у Галгай. И что это такое? Есть совет тейпов, он называется, между прочим, совет представителей среди тейпа Цорой, примерно более 80 фамилий. Представители этих фамилий, тейпы тоже, посылают каждый своего представителя. Некоторые по 2 человека, а некоторые, остальные по 1 человеку. Но если есть особо заслуженные люди, почетными членами и прочее, уважаемые люди, это такое образование. А в целом совет тейпа, если просто отдельно тейпа взять, это старшины, старшие люди этого тейпа просто сами собираются, никто их не назначает, потому что они одного тейпа представители в качестве совета даже в одном тейпе, одной фамилии решить свои вопросы. Старшие собираются и оговаривает, что нужно, как нужно и что мы будем делать, а потом просто поручения своим семьям отдают. Это раз. А вообще, если говорить о Аллай, когда они появились и что это такое, то можно сказать, что в принципе Галгай появились вот на этом месте, которое мы с вами сегодня были, примерно 7000 лет назад. Это одна из древнейших наций, которые только есть
на Северном Кавказе. Это единственные аборигены Кавказа, настоящие. Вот, я вам исторически, документально говорю, что они более 7 тысяч лет назад появились на этой родине. Вернее, это стало их родиной. Цори – это первое общество, которое появилось, общалось в межнациональном порядке на Северном и Закавказье, в частности, с государством Урарту. Насколько я по истории знаю, государство Урарту было в самый процветающий период, его был где-то между 7 и 9 веком до нашей эры. Вот тогда, в это время, это единственный представитель Северного Кавказа, который представлял Цори в этом государстве, его почетно принимали как... Он не был в составе этого государства, но с желанием и с почетом принимали, если бы, мол, присоединился, это была бы сила дополнительная. Вот это тоже исторический факт. Поэтому вот что можно сказать это о Цори и Цароевых, о царице. Были там и другие фамилии, которые тоже, хотя они и другие фамилии носили, но приняли общее название, что они тоже Цорой будем такими, и фамилия там у него, их не было Цароев, но они приняты, были ли они тогда, я не могу сказать. Вот исторически, вот по мере жизни уже вот, скажем, уже в нашу эру, вот где-то в 16-17 веке уже были и другие фамилии, которых Цароевы приняли в свое общество с их просьбой и с согласия Цароевых, и с ними оговорено, что значит с сегодняшнего дня вы будете Цорой. И они приняли, и стали Цорой, и жили вот в этих местах, в которых мы с вами сегодня были. Это Цоринское общество. Почему оно Цоринское общество? Потому что основателями и основоположниками племен этой местности были Царои. Вот, они были первопроходцы. Оттуда пошло и Цори, и Цоринское общество. Вот я бы коротко вот так сказал. Отлично, спасибо. Тогда следующие вопросики. Цель и миссия Совета Тейпов, да, какую миссию несет все-таки Совет, как часто собираетесь. И хотелось бы узнать, кем, когда было это все-таки создано. Да? Хотелось бы прям истоки, вот история, исторический факт создания Тейпа, когда это зародилось и как сейчас это все функционирует. Не Совет Тейпов, это общереспубликанский. Совет Тейпа, Совет Тейпов, да. У нас, потому что в Тейп входят эти все фамилии. Одного Тейпа это... Ну, мы про Цорой именно записываем, так что я думаю, мне... Вот Совет Тейпов, и получится, что как бы общереспубликанский Совет Тейпов. Кто может ответить на этот вопрос? Насколько я помню, это было в середине 90-х годов. Вот тогда зародился Совет Тейпов. Что послужило? Вот, Это был самый такой период, это когда после происшедшего конфликта, как говорят, считали Ингушского, потом после этой первой войны в Чечне, вот в то время, это 96-е, 97-е годы, в это время вот это толкнул, этот толчок дал, вот, повели, насколько на первым это создали Совет Царой. Вот. Был принят устав, и съезд провели, был избран председатель Совета, был Магушков Сайпи, кажется, первым был, потом еще раз, ежегодно, но через 5 лет, кажется, проводили эти съезды. Последний это провели 5 лет назад съезд.
Это объединяло, опять же, это тейпом, фамилию, вот, все туда ходил, вот как сказал Исур Халевич, это около 80 тейпов. А так зарождалось. Это было самое такое тяжелое период, когда ингушский народ был набыт как раз вот, и беженцы с той стороны, и с другой стороны, вот, с Чечни, с Северной Осетии. Уже время диктовало это, нужно было это. Хорошо, а на сегодняшний день цель, миссия вашего совета, что делает совет, какую благую цель она несет в общество, именно в общество вашего тейпа, ваших участников? Ну, я думаю, лучше меня здесь лучше скажет Михаил, наверное, по этому вопросу. Михаил, говори. Основные задачи и цели совета тейпа – это решение межфамильных, межтейповых вопросов, будь они то конфликтов или других либо ситуаций, взаимодействие тейпа внутри народа Ингушетии, взаимодействие с другими тейпами. В основном вот такие задачи. А насколько бывают, какие бывают вообще конфликты, какие вообще вопросы, ну, что выносится на управление, на решение? Ну, не надо, конечно, в деталях рассказывать, но какие, в общем, вопросы чаще участвуют в совете тейпа? Что подразделение каких решений все-таки бывает? Ну, это в основном основное количество вопросов – это воспитание молодежи. Вот в патриотическом духе, как бы отгородить их от пагубного влияния, будь оно то наркомании, будь оно то алкоголизм или интернет. Либо бытовые конфликтные вопросы. Это касается будь то аварий, конфликты между молодежью других тейпов или внутри тейпа, либо финансовые вопросы, которые тоже приходится как-то регулировать. Ну, в основном, как я поняла, все-таки тейп и совет, тейп и председатель, вот сейчас как раз вопрос еще по председателю появился, все-таки нацелен на то, чтобы улучшить, поддержать, помочь, где-то решить какие-то вопросы, проблемы, именно мирным путем, именно не силовой, да, какой-то позиции, а именно с позиции переговоров и оптимального решения любых сложных и даже несложных задач. И, например, молодежь, да, это самое, наверное, для всех, мне кажется. Не бывает нации в этом вопросе. Это больной вопрос для всех, мне кажется, для всех вообще ныне живущих. В основном бытовые вопросы. А как решается? Вот, ну, например, возникло в семье какой-то конфликт, соответственно, вы собираетесь. Вот просто как технически это происходит? Ну, например, бывают разные ситуации в семьях. Ну, может быть, ну, допустим, поругались супруги там. Как вы пытаетесь как-то их примирить? Как это происходит? Или не... Для этого ничего не надо изобретать, у нас свои традиции. Единственное, что надо их соблюдать, следовать своим традициям. Эти все традиции нам достались от предков. Очень хорошие, очень устраивающие наши традиции. Просто надо держаться этих традиций и следовать им. Для этого совету и членам совета ничего придумать не надо. Хорошо, а можно, Михаил, задать вам тогда вопрос? Вы сейчас кто-то сказал, председатель совета тейпов. Это значит, все-таки на избирательном уровне избирается старший, да? В тейп ОСДО есть, например, Цурой, есть старший, правильно? Как его избирается и какая его миссия? Он ставит там точку в каком-то решении, ну, скажем так, в решении сообщества, или как это происходит все-таки технически? Нет, вот такие вопросы в совете все равно решаются коллегиально, большинством голосов. А когда председатель? Председатель, он нужен чисто
как-то Для организации для работы. организации работы. Всегда и ингушей в ингушском обществе, или будь то чеченское, войнавское общество, в обществе, где собирается несколько человек, обязательно определяется старший среди них. Почему? Потому что без этого это тоже наши традиции. А можно немножко вот тогда чуть-чуть углубиться, вот как раз если мы говорим сейчас о традициях, о старших, насколько вы цените старших, что для вас является ваше старшее поколение? Сегодня я это убедилась, я посмотрела, но хочется все-таки на камеру, может быть, это не всегда было видно, да, как вы все-таки уважительно относитесь. Сказать и говорить, что я уважаю старших, но это будет, как сказать, как лукавство. Можно говорить сколько угодно, и уважаю, но я не знаю, как это выразить. Отношением к старшему. Но насколько я видела, когда мы приходили в дом, и было старше, мы сидели за столом, я по незнанию села на место, кстати, с главы дома, я просто не знала, я туда, скажем так, села, мне никто ничего, конечно же, не сказал, потому что я знаю, что у Галгаев гость это самый главный в его доме, насколько я знаю, есть по традициям, 3 дня вы можете вообще не спрашивать, что вы сюда пришли, да, 3 дня я могу гостить в любом доме, правда это? Правда. И вы не спросите, на 4-й день вы поинтересуетесь, а что же вы все-таки тут делаете, по какому вопросу прием, да, чем был вам организован? помочь? Да, чем помочь, да, в принципе. Вот, и я видела, что сын одного из... Мы пришли, как раз у нас была беседа очень интересная. Он ни разу не сел за стол, он всегда стоял за спиной, и ни разу он не позволил себе сесть, когда старший сидит за столом. Это было для меня удивительно. Я только потом уже после разговора поняла, а почему? Ну, говорит, даже папа его ответил, говорит, ну что, он устал стоять, ну пускай посидит. Но это было так. Он может 100 лет прожить, но он не сядет все равно. Но это и есть, тут как раз хочется показать, как это у вас получается с раннего возраста, прививают вот уважение к старшим, именно почет, почтение, почитание, старшее поколение, уважение. Как раз вот на этом и основано совет тейпов и все остальное. Хорошо. Тогда еще вопрос. Как часто у вас вообще организуются встречи в тейпе? Как часто вы собираетесь? Кто это собирает? Есть какие-то определенные даты? Может быть, раз в месяц, каждое воскресенье вы собираетесь? Вот до пандемии мы собирались очень часто. Почему? Потому что проблем в тейпе очень много. Вот поэтому собирались часто. Неделю 2 раза бывало собирались. Месяц 2-3 раза собирались. А вот после пандемии уже стараемся отгородить старших. Там в совете люди более преклонного возраста. Вот стараемся максимально их отгородить от участия в этих советах, и решаются в основном вопросы дистанционно. Вот создается группа, существует у нас группа в WhatsApp. Вот все представители совета там же сидят, носятся вопросы и там же обсуждаются. Но если надо будет проголосовать за какой-то вопрос, мы обязательно собираемся, голосуем, принимаем большинством голосов. А председатель совета, естественно, он есть, определенный председатель совета, но он ни коим образом не решает. Его голос решает только за себя. У него нет преференций, он не будет ни на кого давить, и у него нет решающего голоса. Тогда его преференции в совете, если он председатель? Ну, то, что они его выбрали между собой Организовать старше. работу совета. Утвердить, наверное, как-то собрать, он все-таки такой является, да, наверное, лидер, сердце вот этого тейпа все-таки, Да. да? Ну, застрельщиком быть. А можно еще, наверное, вопрос, я его задам очень аккуратно. Межтейповые конфликты, вы сейчас несколько раз повторили эту фразу. Как вы стараетесь, потому что тейп Цурой, это тейп Цурой, есть другие тейпы, по-моему, Евлоева, да? Какие еще тейпы Много, существуют? много. Сколько тейпов в Ингушетии примерно? Ну, я точно не скажу, но много. Если нас больше 80, и Евлоевых тоже, Тейпов, Самих тейпов, сколько тейпов? а совет Йолой, Феппи. А какие, можно их назвать тейпы? Не перечислим. Не перечислим? Нереально.
Хорошо, как решаются вопросы, ну, например, какая-то ситуация спорная между тейпами? Ну, бывают разные ситуации. Молодежь горячая, тем более, да, на Кавказе ребята все горячие. А старайтесь решать это каким способом? Мирным? Вы же не... Конечно, мирным способом. Почему? Потому что мы все родственники в республике. Укрепляете все-таки вот эти связи, не существует У тейповости в этих каждого отношениях? есть родственники в Еуле, в тейпе Еуле, в тейпе Аздой. И точно так же в каждом тейпе у всех есть родственники. Спокойно один представитель идет своим родственникам, просит, если они виноваты, чтобы они пошли по традиции, решили свои вопросы по традициям. А мне обязательно не надо драться, не надо выводить конфликты на крайний уровень. Там можно во всем договориться. И тем более по исламу это все решается очень легко, по шариату. У вас есть шариатский суд, который также принимает решения? Да, в принципе, там и в суд ходить не надо по таким вопросам. Там проконсультируешься у религиозного деятеля, они объясняют, и люди понимают это все, даже туда ходить не надо. Ну, это получается Это просто получается официальность. официальный статус именно решения проблем. Нет, официальность это когда ты выносишь свои вопросы уже на уровень шариатского суда. А так можно пойти религиозному деятелю, который разбирается в этих вопросах, и посоветоваться. Две стороны идут туда, и он выносит решение неформально. И если их это устраивает, они спокойно расходятся. На этом конфликт исчерпан. Вот эти вопросы, 99% вопросов так и снимается с повестки дня. Вопросы решаются. Это не проблема. Тогда по поводу тейпа, наверное, вопросы уже отложим, потому что все достаточно объяснили. Спасибо на этом за четкие объяснения. Я бы хотела немножко отойти от темы и уйти в легенды. Есть ли у вашего тейпа, именно у вашего, может быть, ваших предков какие-то легенды, которые вы передаете, может быть, вот прямо на слуху, которые вот вы ими гордитесь, легенды или действительно живые истории, что можете вот дополнить? Именно для того, чтобы сохранить, приумножить, передать. Какие-то есть живые легенды? Потому что тейп Цороя, насколько я сегодня это услышала, он является одним из самых многочисленных. Да, Мы не будем утверждать, что он самый, да, но он один из самых многочисленных. да, один из самых Есть ли вот в тейпах какие-то вот такие вот истории, которые вот именно принадлежат тейпу? Что-то такое есть у вас? Нельзя за это... Вот легенд таких, к сожалению, мы не знаем. Вот я во всяком случае не знаю. Я не могу сказать точно. Но если было бы, я думаю, они все сказали бы. И вот такая легенда есть. И надо сказать, мы легендами мало живем. Хорошо, тогда У сегодня... нас, знаете, вот если сказать, у нас никогда не было помещиков. Были богатые люди, но эти люди от того, что они богатые, никем из ингушей не управляли. Ни одним человеком, кроме своей собственной семьи, этот человек не управлял. У нас никогда не было князей, у нас никогда не было дворян, если так сказать по-другому. Никогда не было баронов, никогда не было, в общем, людей, стоящих над нашим народом. Вот не было. Вот я вам приведу вот пример такой. Был такой пример. Однажды вот у осетин были князья, как говорят они во всяком случае были. Были князья, в общем, сословие было, по сословиям разделилось общество их. И вот на одной из... У нас очень много кровного родства с этим народом. Несмотря на то, что у нас сейчас много расхождений, скажем, да. Но жизнь поставила так, что мы при этом условии соседей. Раньше на Кавказе бытовала поговорка. Вы можете у других народов спросить, и они вам скажут об этом. Спрашивали, где счастье в жизни. Ответ был: счастье в жизни тогда, когда объединятся три вида. Парень ингушский, конь кабардинский, девушка осетинская. Вот когда эти три
два человека и конь объединятся в одну семью, вот это счастье. Вот такое быту было на Кавказе. Но это тоже легенда. Но и было, оно действительно было. На Кавказе до сегодняшнего дня всегда было, когда судьбоносные вопросы народы от Северного Кавказа решают, они спрашивали, а что думают об этом ингуши? Хотя ингуши были одним из самых малочисленных народов. Одни из самых малочисленных народов из тех представителей, которые есть, скажем, дагестанцы, кабардинцы, там, чеченцы. Все они 2-3 раза превосходят по количеству ингушей. Ингуши самая меньшая среди них нация. Но всегда спрашивали, а что думают ингуши? Если у их мысли, когда скажут, а вот может быть мы вот так пойдем, этому пути, что они хотят пойти. Вот так это бытовало на Кавказе вот такое. Вот, чтобы были легенды, но если вот фольклор наш, легенды, вот это можно рассказать о наших богатырях, наших героях, которые эпос, фольклор наш, не об ней, вообще, которые колы, вот, которые были. Это что же легенды, в принципе, никто не может сказать, но я их так знаю, чтобы сказать, но вот привести вот этот не могу. Может быть, кто-нибудь знает, расскажите вот о них. Вот это как раз есть легенды такое. Сейчас мы вернемся к легендам. Можно сейчас вот как раз тематически закончить вопросы. И вопрос следующий совершенно необычный, но может быть кто-то ответит. У нас называется эта запись «Душа ингуша». Какая она, душа ингуша? Вот на ваш взгляд, какая она? Мы пытаемся разобраться, но вот хотим это услышать, конечно же, от вас. Ну, в общем, вы хотите спросить, а что такое ингуш? Да. Вот что такое Аллах? Ну, это человек совершенно открытый, добродушный. Человек, который живет только честью. Вне чести у него жизни нет. Вот если он сегодня уронит свою честь, он дальше жить не хочет. Потому что когда эту честь его роняют, он там погибает. Потому что дальше жизни нет. Он, чтобы эту честь не уронить, вот где ему хотят уронить его честь, он погибает. В драке, схватке, уступая, зная, что он там погибнет, но он погибает там. Он жить не хочет после этого. Для него эта жизнь ничего не стоит, если чести нет. Вот так бы я бы сказал, добавьте каждый. Спасибо. Это у кнута черные полосы на моей спине. Вот я приезжаю на ток, все равно загружу это зерно, приезжаю на ток, а на Такура мы на Северном Казахстане были. Основное население там было русские, немцы. Казахов единицами казахи были на Северном Казахстане. Основное русские, немцы и ингуши. Вот 3 нации в каком-то количестве. Русских абсолютное большинство, немцев достаточно много. Ну и относительно своей общей численности и ингушей достаточно было. И вот эти русские женщины, ой, сынок, ой, какой он изверг, какой иди. А у них же нет, это же, 49-й год. Вот 49-й год. После войны тяжелый год. Очень тяжелый. А куда вас выслали, получается? В Северный Казахстан. Северный Казахстан. Я был в Северном Казахстане, нынешней Нур-Султановской области. 10 лет вам было, да? Когда ссылали, мне было 4,5. 4,5. 4,5. Когда врагом объявили, было 4,5. Вот. А тогда, когда я пошел работать, было 10. Вот. И вот у них нету ничего, там где-то что-то там сметана или молоко или сливки, что-то такое. И вот из того, что нету, там пальцем выгребая, они мне мазали, русские женщины, вот спину, вот где вот этот кнутом меня огрели, смазывали, сынок, вот так и так, мол, что делать, терпи, и мы сами терпим, в таком духе было.
Вот, выжили, но я к чему говорю, выжили из-за того, что мы были религиозны. Вот вера в религии вот объединяла нас, поддерживала нас. Этим мы жили, этим мы братались там. Вот это она нас держала, так сказать, на ногах. Взаимопомощь вот на этой основе, все. Ну и правда, вот народ вот относился вот в этих условиях, вот таких трудных. А это один, скажем, я привел вот пример, который. А так каждый день вот выйдешь там, любой тебе говорит: ах ты враг народа, ах ты враг народа. Знаете, неприятно же слышать, неприятно. Вот, А вот когда в 1954 году приехали целинники, еще не было принято решение о том, что это незаконная высылка. В 1954 году, когда целинники приехали, когда в Казахстане, вот сейчас в частности целинные районы, Северный Казахстан в основном был Кокчетавская, Павлодарская, Акмолинская области были, Кустанайская, 4 области, в основном эти целинники были. Там степи, ковыльные степи, огромные площади были, и их поднимали. Вот тогда уже все местные жители благотворили Илюше. Просто благотворили. Приехавшие целинники в большинстве своем были узки. С тюрьмы прямо их привезли, можно сказать, отправили на Целину, так сказать, освободил. И были и такие преступления, у меня сейчас даже язык не повернется сказать, что они там творили. И особенно с женщинами. В общем, очень плохо обходились. Вот вышли ингуши и начали их молотить. В буквальном смысле этого слова начали молотить. Вот, когда увидели вот такое безобразие они творят. Эти вышли, и вот тогда местное население буквально благотворило. Просто вот спасибо, сынки, спасибо, спасибо. Вы нас спасли. Даже трудно сейчас рассказывать это, насколько вот так искренние чувства прониклись люди. А потом в 1956 году уже состоялся 20-й съезд. Уже признали, что незаконно сослали. Никаких преступлений не было. Ничего не было. Можно нескромный такой вопрос, наверное, все-таки хочется показать именно истинные переживания. Когда вас выселяли, было 4,5 года, вы, наверное, мало что понимали именно фактического, что происходит. Конечно, ничего не Но когда вы уже оказались на том месте, и вы стали взрослеть, какие были ощущения? У меня даже мурашки просто по коже сейчас, я вот говорю об этом, не страшно. Знаете, во-первых, это и рассказывать тяжело. Очень много народу умерло в пути. Пока мы 2 недели ехали с Кавказа до Казахстана, умерло в поезде. Это был вагоны для скота. Их вагонами назвать трудно. Там было холодно так же, как на улице. Там не было ни туалета в вагоне, а все несколько семей в этом вагоне, там негде было лечь. Одни стояли, другие сидели, а несколько человек спали в вагоне. И вот по очереди там, а девушки, знаете, молодые девушки, они не ложатся, как там старики, мать, отец не могут лечь, как она ляжет. Особенно, было до того, лопались мочевые пузыри, особенно у девушек, понимаете. И для них это было вообще страшное дело. В скотном вагоне везут всех вместе. Это, знаете, картина была очень страшная. Даже труп убрать не давали после того, как умрет человек. Взять его где-то на станции в снегу, закопать и оставить. Даже снять не давали. Или хватали сами и выбрасывали, где
угодно, там охрана, которая шла новогодняя. Вы сами помните вот этот Сам момент? помню, конечно, помню. Мои дети все плакали. Вот у меня 4,5 года было, я плакал, прямо рыдал, когда видишь, там заходят, хватают, там, знаешь, мужчины там, вагон перегораживали одеялами, прочими, пробивали пол, то, все там, и целую стенку из женщин, живую стенку делали, кроме вот этих одеял прочих вывешенных, чтобы девушки могли как-то привести себя в порядок. Ну, в общем, не дай Бог, даже моему врагу я не желаю, чтобы такое у него случилось. Не то, что другу, знакомому и нормальному человеку. Даже врагу не пожелаю такого. А более-менее нормально стало после 50-го года. В смысле, в 50-м году в Казахстане был первый такой хороший урожай. Более миллиарда пудов центнеров собрали урожая. И вот первый более-менее сытая жизнь наступила вот в 50-м году. До 50-го года была жизнь очень тяжелая. А вот вас выселили, а где вас вот привезли вас? Хорошо, вот этот ад вы прошли, а где вас расселили? Что было там, на месте? Расселили люди, жители, вот эти русские женщины, у них у всех мужья были на фронте. Вот эти вот женщины разбирали нас сами. Их, видимо, заставляли, я так думаю. Вот, да еще им говорили, что это людоеды. Знаете, как брать, ей говорят, что это людоеды, и в то же время говорят, но все равно надо забрать, вот у тебя они будут жить. Вот так. Вот, во всяком случае, эти люди были с нами очень хорошо, относились к нам, хотя мы людоеды, так и не говорили. Они уже, сами люди, быстро поняли, что это люди не людоеды, что это нормальные люди, что и отношение людей, я бы сказал, даже было, как жалко им их бы нас было. Они видели у нас, что нормальные люди, и почему они высланы с родины своей. Но холод был, ничего же. Самое теплое, что у нас было, это Черкесска. Но на 40-градусный мороз, то что это Черкесска? Ничего не представляет собой. Вот. Вот я ходил в школу в снежном, как его назвать? Вот справа, слева снег, а сверху лед более-менее тонкий для света проложен, чтобы свет был, туннель, снежный туннель был, примерно километр длиной. Вот. И свет в этот туннель проникал через лед, который люди сами вырубали на реке Буксук. Такая река там была. И ложили на поверхность, чтобы этот туннель не занесло, чтобы дети могли пойти в школу. Вот 8 лет мне, 7 лет меня в школу не взяли. Сказали, у тебя 7 дней не хватает. А сколько вам было лет, когда признали, все-таки постановление правительства было, что вне закона была выселка ингушей? Это мне было уже, как вам сказать, лет почти 17 лет. 17 лет. Какие были эмоции от того, что вот пришла такая информация, что было с ингушским народом в этот момент? Вот. Когда в феврале 1956 года прошел 20-й съезд и приняли секретное постановление реабилитировать народы Кавказа, высланные незаконно. Это постановление, его нигде не печатали. Первым оно пришло цыганской почтой, так сказать, малой, утечкой, так скажем, пришло. А потом, когда это постановление пришло
его ознакомить, оно было предназначено для ознакомления коммунистов на закрытых партийных собраниях. Мой старший брат, самый старший, нас 5 братьев было, а в 1947 году, 6 ноября, отец у нас умер. Вот. И, Не теряли ли ингуши вот в тот момент, когда еще было ничего не понятно, когда вы находились на чужой земле, вдали от своей родины, от своих домов, не было ли потеряны надежды все-таки на то, что вы можете вернуться, или все-таки надежда таяла? Сейчас я вам скажу, мы этим и жили. Мы ни один день не верили, мы каждый день думали, завтра мы вернемся на родину, завтра мы вернемся, завтра нас освободят. Мы писали Сталину письма, что это такое. Мы не верили, что Сталин знает об этом. Представляете? Мы не верили в то, что Сталин знает об этом. Мы ему писали письма, великий вождь, как без тебя жить, но что тут делают, кто это у тебя делает, примерно вот в таком духе. Писали. Слышали о Хан-Паше Нурудилове? Это герой Советского Союза. Погиб на Сталинградском фронте. Он взял в плен более 100 немцев. Уничтожил там... Да, в общем, много уничтожил, и он первый герой Советского Союза. И погиб он, чеченец по национальности, чеченец, Хан-Паша Нурудилов. Почему его родители Акмолинские умирают от голода? Он герой Советского Союза, он погиб. Почему? Ладно, мы бандиты. А его родители почему умирают? Им дали по 7 лет. За то, что вот такое письмо написали. 5 человек по 7 лет. Получается, все-таки чем же, что вас не сподобило сломаться? Что не сломило? Это вера в Бога? Вера в то, вера и в Бога вера, потому что взаимоподдержка была очень сильная, на почве религии была. Вот эта взаимоподдержка была на почве религии, ислама была. И кроме того, вера в то, что мы, если не сегодня, то завтра вернемся на родину. Вот и когда в 1956 году, в феврале месяце, вот съезд прошел, и, наверное, еще недели не прошло, когда меня брат посадил, в это время он уже был председатель сельского районного потребкооперации, организации вот этой. Вот. И под замок посадил и сказал, если кто-то будет стучаться, ни в коем случае голос не подавай, ну вот прочти вот это дело, все, вот постановление съезда, 20-го съезда по этому вопросу. И чтоб ты запомнил на всю жизнь все это дело, что тут решено. Вот. Какие первые эмоции? Я в 9 классе был. Что вы подумали? Что поступили? Как поступили Вот. ингуши в этот момент? Вот как, я же еще не знаю ничего. Я это беру, читаю, и там, ну, каждая строка там не написана одним предложением. Это, ну, примерно, я сейчас даже точно не могу сказать, но это несколько листов было, печатных листов. Вот я его читаю, и как чем больше я читаю, больше я узнаю. И в конечном итоге, что съезд рекомендует реабилитировать, поскольку люди не виноваты ни в чем, высланы в результате культа личности Иосифа Виссарионовича Сталина. До этих пор мы, весь советский народ благотворил его, в том числе и ингуши тоже благотворили, не верили. А вот когда письма напишут и начали сажать, и этих людей, которые письма пишут, за что нас выслали, что такое. Ворошилов на одном из таких заседаний, когда Берия сказал, что я без единого выстрела выслал, а никому же не говорили, что их выселяют. Выселяли 23 февраля, день советской армии. Людям говорили, партия вас зовет для труда, для защиты защитников Отечества, для помощи надо трудиться там. Люди ехали, люди еще не собирались, пока эти скотные вагоны их не загрузили, они даже мысли не допускали, что с ними что-то такое нехорошее. Они не знали, что их выселяют на верную погибель.
Люди верили партии. И когда Берия так сказал, Ворошилов сказал на заседании Политбюро, да, говорит, мы обманули их, говорит, они верили партии. И Ворошилов попал в опалу. И вот такие отношения там были. Но действительно у Берии большие заслуги в том, что выслали. Берия, брат, был убит ингушами. Действительно, его в Джайрахе убили. Но убили, предупредив, что если ты это будешь делать, мы тебя убьем. Он там отдыхал и на поле хватал женщин ингушских, но и обходился. Приводил в этот санаторий, сейчас он там есть. Ну, не как санаторий. Тогда он уже был в 40-х, но до войны. Но его предупредили, он не послушался. А когда он не послушался, они взяли его и прикончили. А вот тот момент, именно когда уже постановление был съезд партии, когда постановили... А это что-то было, знаете, когда я это прочел, вот лично, я на какой-то момент вот остепенение остался. В 9 классе я все понимаю, язык хорошо знаю, учебе я отличник, но не комсомолец. Вот единственный недостаток у меня молодого человека был то, что я не комсомолец. Меня просили в комсомол вступить, я говорю, а зачем, как я вступлю в комсомол, когда я из этой деревни не могу выйти никуда. Если за деревню поймают, меня в тюрьму посадят. Какой же я комсомолец? Не хотел, конечно, идти. И вот остался вот таким себя вот окаменевшим буквально. Думаю, что это такое? Вот потом вот Салман, в это время приходит Салман и бьет в дверь. Бьет, я не видел, когда он подходил в окно, там, ну, вообще-то завеса есть. Он говорит, Юсуп, ты здесь? Ну, я слышу Салман, я говорю, Салман, что? Ну, где ты, что ты не отвечаешь? Я говорю, если ты сейчас запущу, ну, запустил его. Вот. Я говорю, смотри, видишь, что такое? А мы вместе учились в одной школе, классы разные, у него А был класс 9 А, у меня 9 Б был. Ну, развели нас по разным классам. Он говорит, что такое? Я говорю, вот смотри, нас оправдали. Как оправдали? Какое оправдание? Ну, говорю, читай, вот я прочел, прочитай. Вот, он читает, бед. Да, говорит, нас оправдали. И вот мы стоим, и смотрим. Он стоит, я сижу. Вот он смотрел, говорит, подожди. Давай, говорит, бегом, всем ингушам скажем, что мы это самое уже все. Я говорю, Дада сказал, а мы брата называли Дадой, Дада, потому что отца не стал, он нас воспитал, и мы старшего Дада Адлох, ну брата Дада. Я говорю, Дада сказал вообще, чтобы никто не видел, никто не слышал. Он говорит, ничего, говорит, все положи, закроем это, говорит. И мы его в сейф положили, там, где у него, в кабинете сейф был, ключи вот с сейфа он взял, оставлял вот тут. Положили это, ключи взяли, закрыли кабинет, побежали, и мы стали бегать по каждому ингушу и говорить, нас освободили, вот в Москве на съезде приняли постановление, что мы незаконно пересланы, реабилитированы, что нас освободили. А те не верят, как я сам не верил, когда прочел это. Люди не верят нам, но потом, но все равно, когда мы сказали, да, мы сами читали, и вел еще одно постановление, в Журавлевке было, дворов, наверное, это райцентр большой, дворов, наверное, 20-30 было ингушей. Мы всех оббежали, сказали вот так. Какая реакция? Что? Реакция, люди сперва не верили,
А потом, когда мы доказывали, ну, убеждали, что это действительно мы уже освобождены, они бросали сперва нас обнимать, а потом между собой обниматься. Вот. А нас обнимали, как будто бы мы их освободили от этого. Мы были настолько и приятные, и хороши, что вот такое известие принесли. Плакали. Вот заканчивается это буквально через минуту-другую женщины плакали. Неужели правда, уже спокойно говорить не могли, сквозь слезы только, плача разговаривали уже. Первые решения, что возвращаться, какое вот прям... Ну там такого не было. А как это все происходило? Возвращаться? Да, а потом вышел уже указ официальный о восстановлении Чечено-Ингушской республики. По этому указу объявили, что в каждом регионе, там, областях, где ингуши живут, будут созданы комиссии. Ну, сразу сегодня всем нельзя ехать, потому что это будет страшно неразбериха. Там же, где мы жили, живут люди. Мы действительно жили из Саратовской, например, области высланные. Не высланные, а по рекомендации, ну, по настойчивому рекомендации посланные туда жить и работать. Саратовской области, Белгородской области, из Беларуси. Вы только успели наладить там жизнь, как пришел это постановление. Как опять жизнь менялась. Менялась. Ну хорошо, вы чувствовали радость в этот момент. Когда вы приехали на родину, что вы ощущали, когда вы коснулись своей земли? Да, ингушская земля, это все, это корни. Люди плакали. Ну пришли же к разбитому корыту, получается, все заново. Да, ну, знаете, вот я, например, переехал, вот в 1957 году освободили, а я переехал только в 1961 году. За это время уже, той жажды, которая была раньше, уже не было у меня, потому что я в 1957 году приехал на родину, так сказать, чтобы побыть. Приехал в пригородный район, меня даже не пустили в Ахкиют, Сунжу. Уже было после того, как ингуши оттуда ушли, которые хотели заселиться, и по сегодняшний день не пускают. Вот меня не пустили. Я приехал после школы сразу проведать, потому что я ехал в Томск поступать в институт в 1957 году. Думаю, прежде чем поступлю в институт, лучше поеду, я родину посмотрю. Все-таки я ее не представляю, так сказать. Ну что 4 года, 4,5 ребенок представляет? Ничего не представляет, в принципе, чтобы сказать, вот это моя родина, что, ну, теперь я знаю, где я жил, то-то. Ну, я поехал, хоть познакомлюсь, где я жил, поеду в Ахкиют, зайду в дом родителей, так сказать, и посмотрю. Вот, я приехал, меня даже не пустили. Даже не пустили. Я им доказываю советские законы, прочее, везде могу пойти, везде прийти, что это такое. Нет, не положено, и все. А как начинались сначала? Как вы? Ну вот люди не могли сами поехать, просто взять, не пойму. Государство помогало вагонами, чтобы заселить. Были комиссии. Комиссии обходили эти людей собирали, советовали с ними, как ехать, кто первый поедет. Очередность составляли, потому что все сразу уехать не могли. Но уехать они готовы, но принять их на месте невозможно. Ну, это была бы большая неразбериха и трудности большие принять, устроить. А там же тоже люди. Там, куда их надо принять, живут люди, они должны уехать оттуда. А их же тоже где-то надо принять. Это же двойное такое, но большое. И с тех мест, которые для нас должны были освободить, ушли грузины, ушли русские, которых вот Саратов, с Белгорода, ну из других мест привезли туда. Или там же остались, или опять назад вернулись. Ушли русские, дагестанцы, грузины, армяне, карабахские особенно. Вот. Единственный, кто не ушел, это только осетины. Вот они не ушли. Они, наоборот, ходатайство написали в силу того, что Владикавказ, они у порога живут, вот их пригородный район надо оставить за нами, но по России. Компартия пошла им навстречу. И пригородный район
куда должны приехать, заехать ингуши, вот где я должен был заехать, по сегодняшний день я туда не могу переселиться, в свое село родное. Ныне это селение Сунжа, пригородного района, я там жить не могу. Скажите, такой вот, может быть, глобальный вопрос, и чтобы как-то уже подытожить эту тему. Ингуши настолько много пережили, столько вот их выселяли, столько рвали, столько вот претерпели, вот сам ингушский народ. После того, как вас сначала выдернули с ваших земель и отослали в разные места, потом дали вам согласие на то, чтобы вы вернулись, и вы опять вернулись, и не все получили дома своих предков, своих родителей, некоторых просто не пустили даже на порог. Вы начали заново все это строить, создавать, созидать. А что вы вынесли из того, что произошло с вами? У вас такой огромный опыт, столько памяти, пускай даже страшной, на мой взгляд, памяти, я без мурашек даже, похоже, говорить не могу спокойным голосом. Но, знаете, вот когда вернулись, я вернулся полностью, скажем, на родину только в 1964 году. После окончания Москвы института я после школы уехал в Томский политехнический институт, поступил там. Из 25 набрал 24 балла. Всякий вкус потерял. А насколько закалила все-таки вот вопрос такой, что дала эта страшная ситуация? Закалила ли она как-то вас к вашей будущей жизни, когда вы только начинали свой путь уже во взрослый, самостоятельный такой, Ну, знаете, молодежь раньше времени стала взрослой. Да. Она увидела много. Много увидела плохого. Много увидела хорошо. Вот я вам говорю, как русские женщины мне спину смазывали остатками сметаны, масла, молока, что у них не было поесть его. Но они все равно смазывали, сынок говорили, вот изверг, как же он так делает, изверг, какой он изверг. Я до сегодняшнего дня помню их, Дубович и Куберский. Куберский Анатолий был, два комбайнера на сцепе, Сталин честь комбайны. Как они меня этим кнутом. Но это не каждый раз, вот когда быки вот не пойдут как надо, а они бились за то, чтобы больше намолотить, все сделать, чтобы первое место получить. За это давали небольшие подарки, небольшие вознаграждения, а они тоже сосланные западные украинцы. Вот это вот. Куберского я в 1964 году Акмолинский, окончив институт, приехал к Салману, вот Акмолинск, и вдруг навстречу идет Куберский. Ну, вы можете представить, человек, который меня стегал кнутом, идет навстречу мне, мастеру спорта по вольной борьбе и самбо, чемпиону Москвы, и я вижу это ненавистного врага своего, во мне все затряслось. Ну, думаю, я тебя сейчас сделаю. Ну, он идет, а я остановился, как увидел его, я его сразу узнал, остановился, и вот так стою, смотрю на него. Он не узнал меня. Вот. А когда подошел, остановился, видит, что я его не пропущу, остановился. Говорит, неужели Героев? Я говорю, да, он самый. Говорю, только у меня, говорю, руки трясутся, говорю, не от того, что боюсь, а от того, что я могу тебя убить сейчас. Он говорит, ой, прости меня, ну время было такое, Юсуп. Он имя сразу вспомнил. То говорю, когда подошел, неужели Героев? Ой, Юсуп, говорит, прости меня, ну это время было, ты же знаешь, что это такое было. И так, и так. Ну я ему сказал, вот хорошо, что я тебя таким вижу, я тебя прощаю, иди. Даже не дотронулся до него. Юсуп, скажите, а вот весь тот кошмар, который вы пережили, весь ту силу, которую вы впитали вместе с этим кошмаром, для всего ингушского народа привнесла ли какую-то сплоченность на сегодняшний день? Как это вот сейчас выглядит именно тот опыт, который прошли вы, как старейшина, тот, который сам прошел через этот кошмар, когда вас выселяли и все претерпевали вот эти невозможные мучения? Смотрите, люди научились верить чему-то. В кого-то верить, кому-то не верить. Они видели очень много трудностей в жизни, но веру в человека не потеряли.
вот этих страшных условиях они еще большую веру в настоящих людей убедились, что люди есть везде, даже вот в таких тяжелых условиях. Вот те люди, простые люди, которые там жили, принимали нас, они действительно были сильные люди. Почти у каждого из них были незаживаемые раны. Или муж, или сын на фронте и погибший уже. И вот почти у каждого. Единицы только вот в этом Новодонецке, где вот мы жили, наверное, человека 3 вернулось с фронта. А на фронт ушло порядка полусотни с этого села. Все это до единого. Вот эти сосланные немцы и западные белорусы и украинцы, и ингуши. Ни одного чеченца не было, ни одного вот в этом селе. Только ингуши были из сосланных, и немцы сосланы, и эти, и население, само местное русское население. Вот. И эти люди нас принимали с самой большой теплотой, несмотря на то, что им говорили, что к вам везут людоедов.